ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухтинском следственном отделе подвели итоги за прошедший год. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего – 8 случаев. 11 убийств, 14 половых и насильственных преступлений. Преступность по всем направлениям выросла в среднем на 15%. К производству принято 274 уголовных дела, на 42 больше, чем за год до этого. Произошел рост выявленных и расследованных коррупционных преступлений. В основном это в системе ФСИН были зарегистрированы коррупционные преступления. И также ряд преступлений, совершенные руководителями муниципальных структур. В отделе работает 7 следователей. С июня по декабрь, когда был подъем уровня преступности, штат дополнялся еще одним специалистом. В Ухту направляли командированных следователей. Благодаря этому все тяжкие и особо тяжкие преступления раскрыты по горячим следам. Одно из самых сложных дел в отношении молодого домушника. В 24 года он убил старушку прямо в ее доме. Преступник провел на свободе всего несколько дней, захотел подзаработать, влез в частный дом. Там обогатился на 45 тысяч рублей, но уйти не успел. Вернулась хозяйка дома. Обратно в колонию рецидивист не хотел. Она хотела закрыть дверь и не пускать, чтобы я вышел. После чего я начал бить ногой дверь, Она отходит, получается, дверь открывается полностью. Я подбегаю к ней, начинаю ее душить. И валю ее с ног. Тело спрятал в погреб, а чтобы скрыть следы преступления, перерезал газовый шланг. Надеялся, что возникнет пожар. Сразу после происшествия преступник уехал на родину, в город Асбест Свердловской области. Потом совершил несколько краж в Ярославле и Костроме. Был задержан на вокзале, когда планировал продолжить криминальные гастроли в Перми. Сейчас убийца отбывает наказание. Ему в августе Верховный суд назначил 24 года лишения свободы. Кроме того, летом осудили 2 педофилов, работавших на детских аттракционах. Совершили ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В отношении данных лиц приговорами Ухтинского городского суда данные лица осуждены, приговорены к 12 и 13 годам лишения свободы. В прошлом году внимание следователей коснулось и предприятий. Уголовные дела по большей части коррупционной направленности возбуждены в отношении муниципальных работников и сотрудников СИН. Но одно из них по факту гибели 2 лиц на нефтешахте в поселке Ярига. Обвинение предъявлено 4 людям, в том числе руководителям. Сейчас уголовное дело находится у прокурора. Прогноз людей в погонах на 2016 нерадужный. Связывают это с непростой экономической ситуацией в стране. Следователи считают, тенденция прошлого года сохранится, преступлений станет больше. В этом году уже произошло 2 убийства.